очень признательны абхазской стороне и Иналбатовичу в частности, который лично приложил много усилий с тем, чтобы этот вопрос, который, в общем-то, изначально не вызывал ни у кого сомнений, а позднее превратился в объект для критики отдельных оппозиционно настроенных граждан Абхазии, что само по себе и неплохо, критика всегда помогает, да, но не всегда эта критика объективна, и не всегда она способствует развитию двусторонних дружеских отношений. Мы исходим из того, что предстоящая ратификация станет очень важным элементом в этом процессе и будет способствовать развитию наших двусторонних отношений по нарастающей. Я бы хотел отметить несколько аспектов, которые, на мой взгляд, вроде бы специалистам ясны, но не всегда публика воспринимает это. Значит, первое. Данное соглашение не предусматривает передачу в собственность России земли, территории, на которой находится объект Пицунда. Тот самый объект, который часто, я слышу, называют госдача. Вот. Территория передается в аренду сроком на 49 лет. В собственность передаются только здания, ремонт и содержание которых должна осуществлять Федеральная служба охраны Российской Федерации. И действительно, как сказал министр, в приложении к соглашению, точнее в перечне координатных точек, определяющих границы земельных участков и границы акватории, изначально были допущены неточности. Согласно сложившейся мировой международной правовой практике, технические исправления в международном договоре могут быть оформлены путем обмена дипломатическими нотами, что и было сделано между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Абхазия. Уважаемый министр уже упоминал Венскую конвенцию о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, которой обе стороны руководствовались. Дипломатические ноты были направлены, подтвердили, что уточненные координатные точки объекта Пицунда на этот раз составлены правильно, и, соответственно, стороны согласились с внесением их в текст, точнее, в приложение к соглашению. Ну вот, как уже говорил министр, есть такой латинский термин ab initio, то есть считается, что после обмена нотами координаты как бы изначально присутствовали в тексте так, как они должны быть. Еще один аспект, который бы мне хотелось отметить, это то, что вот эту тему пытаются эксплуатировать различные представители неправительственных организаций. Причем эксплуатировать так, как, на мой взгляд, эксплуатировать их не нужно было бы. Мы, естественно, задаемся целью на тему, кому это выгодно и кто к этому стремится.